Впервые со времени основания в 1961 году в средней школе номер 14 проводятся столь масштабные ремонтные работы. Большая часть этих изменений стала возможна благодаря инициативе депутата Лаши Ашуба, который обратился к главе города Сухум Беслану Эшпа. Заказчиком работ выступает Горстройпроект, а исполнителем подрядная организация «Зеленый город». Средства на ремонтные работы выделены из бюджета столичной администрации. Заместитель директора по учебно-воспитательной части Аира Авицба отметила, что многие годы администрация школы, в которой на сегодняшний день обучается 530 детей, пыталась добиться проведения капитального ремонта. Начиная с послевоенных времен, наш спортзал находился в аварийном состоянии ввиду того, что были устарели коммуникации, которые проходят по территории спортзала, поэтому, естественно, послевоенное время спортзал не функционировал, и уроки физкультуры проводились, соответственно, на улице. Поэтому на протяжении многих лет мы писали письма с целью оказания помощи нам в восстановлении. Письма на имя администрации города, соответственно, мы и туда обращались. В общем, во все инстанции, честно говоря, и в республиканские фонды, всем, кому могли. И вот к нашему счастью, в прошлом году на нашу просьбу откликнулись, то есть была составлена проектно-сметная документация и начаты ремонтные работы. Ремонтные работы, начавшиеся в феврале этого года, планировалось завершить к 1 сентября, однако возникли непредвиденные сложности. В школе параллельно проводили замену старой кровли. Летом, в разгар ремонта, прошел сильный ливень. Были затоплены кабинеты с 4 по 1 этажи. Это привело к необходимости проведения срочных восстановительных работ. Вот мы сейчас с вами находимся на 4 этаже. Здесь у нас были затоплены кабинеты психолога, 3 аудитории, и вода прошла у нас и на 3-й этаж, и там частично 3 кабинета у нас пострадали, поэтому, соответственно, было принято решение, временно приостановили финансирование ремонта это спортзала и перешли к восстановлению аудитории, то есть учебных помещений. Как рассказал заместитель директора Горстройпроекта Инал Тарба, была полностью демонтирована и восстановлена старая кровля. Затопленные кабинеты на 3-м и 4-м этажах были полностью отремонтированы. Заменены окна, двери, проведен ремонт стен, потолков и полов. Также в некоторых кабинетах была восстановлена электропроводка. Работы велись в сжатые сроки, чтобы не прерывать учебный процесс. Что касается спортзала, в случае продолжения финансирования работы планируют завершить в течение 2 месяцев. По спортзалу были демонтажные работы выполнены, стен по полу, пристройка выполнена. Это санузел, душевая, мужская, женская разделенные, кровля под санузлами и отштукатурены стены и залита стяжка пола. По завершению работ здесь должен будет быть спортивный зал, совмещенный как актовый зал параллельно. Здесь должны будут проводиться и спортивные мероприятия, и также какие-то выступления проводиться будут. Руководство школы выразило большую благодарность администрации города и правительству страны за оказанную поддержку. Выражаем, безусловно, огромную благодарность и от лица администрации школы, от педколлектива школы, от учащихся, их родителей, потому что, конечно, здание нуждается в ремонте, и эти работы, они очень своевременны. Мы благодарим и наших выпускников, наших депутатов, которые оказали содействие в осуществлении этого ремонта. Капитальный ремонт школы номер 14, проведенный впервые за более чем 50 лет, подчеркивает приоритет, который власти страны придают образованию молодежи. По поручению президента Аслана Бжаня в этом году были обновлены несколько учебных заведений республики. Обновление школьной инфраструктуры создает более комфортные и безопасные условия для обучения, что способствует повышению мотивации как учащихся, так и педагогов. Заур Кварджа, Лаура Капш, Сергей Каджай, Абхазское телевидение.